Самозанятые женщины Верхневилюйского улуса создали ассоциацию «Сделано в Верхневилюйске». Талантливые девушки начали с ярмарок, выставок и мастер-классов по всему улусу в 2022 году. Участвовали в нескольких грантах, росли и развивались, и вместо того, чтобы работать поодиночке, они объединились и продвигают свой проект. Мастерицы изготавливают украшения из разных материалов, изделия из дерева, камня, интересные сувениры в единственном экземпляре – все то, что можно подарить родным и близким. Наши девушки активно сотрудничают с Центром «Мой бизнес». Одна девушка у нас является обладателем гранта от Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия, за что им огромная благодарность. И в этом году две наши девушки участвовали в гранте «Мама-предприниматель». Благодаря таким мероприятиям девушки получают единовременную помощь, это тоже большая помощь. И также мы ежегодно получаем комплексные услуги от Центра «Мой бизнес». Вся эта упаковочная продукция, визитки, флайеры, баннеры, это все предоставляется бесплатно Центром «Мой бизнес», за что им тоже огромная благодарность. Сувенирная лавка – это, во-первых, изделия из ручной работы. Ручная работа – это является бесценным подарком для своих близких, родных. И мы считаем то, что населению нужны такие подарки. Это первая лавка в Улусе, получается. Мы планируем расширить свое производство, выйти на другой уровень. В плане есть. Анна Ефремова – многодетная мама, занимается изготовлением украшений из натуральных камней. Изобретая разные модели, она черпает вдохновение в национальном колорите. В этом году она оформилась как самозанятая. Мои родные подарили мне обучение натуральным камням, и я обучилась и теперь создаю свои украшения своим клиентам. А что дает это занятие для меня? Я очень люблю создавать что-то необычное. И сегодня я хочу продемонстрировать вам модные трендовые серьги Конго с подвеской из натурального камня. Натуральный камень мы выберем черный агат. Начнем. Берем наш пин. Вот пины у нас приезжают в упаковках, поэтому они обычно такие мятые. Аккуратно плоскогубцами выпрямляем. Очень аккуратно используем инструменты, чтобы не царапать данную фурнитуру. Вот мы выпрямили, и теперь одеваем наш камень, наш минерал черный агат. Вот так. Мы выбрали шар 12 миллиметров. Теперь одеваем Crimp One Touch. Почему я выбрала Crimp One Touch? Потому что он очень аккуратно будет держать пин, и тогда у нас вот эта вот наша бусинка не будет бегать. Очень аккуратно тоже плоскогубцами закрепляем, потом вот так загибаем 90 градусов и отрезаем. Где-то оставляем 6-7 миллиметров. Вот так. И есть инструменты, которые называются круглогубцами. Круглогубцами мы делаем петельку. Аккуратно, тоже вот так. Вот мы сделали петельку. Сюда будет заходить кольцо. Я вообще очень люблю делать серьги, потому что серьги, они дополняют любой образ. Вот так красиво у нас получилось. Я в своих изделиях использую только фурнитуру люксового качества, потому что они не темнеют. Итак, давайте завершим наши серьги.
Берем наши конго и одеваем. Вот так. Чем хороши эти серьги конго? Они универсальные. Можно менять подвески. Давайте оденем наши конго на подставку и посмотрим, что же у нас получилось. Посмотрите, какая красота! Серьги из черного агата. Модные уже некоторый сезон. Серьги конго с подвеской из черного агата. Дарья Копыленко тоже является экспертом по натуральным камням. Начала она это дело 3 года назад, когда сидела в декретном отпуске. Мать 2 дочек выбрала это занятие, потому что нравится создавать красоту, окружать себя прекрасным. Вообще я являюсь учителем английского языка в средней школе. Вот создание украшений является моим хобби, увлечением. Сегодня я хочу показать вам мастер-класс, как можно изготовить булавки, обереги из натуральных камней. Для этого вам понадобится булавка, пины в золоте и кримпы, также инструменты и, конечно, самое главное, наши натуральные камни. Сегодня мы сделаем булавку-оберег на защиту от сглаза негатива, также на богатство и денежный поток. Добавим еще горный хрусталь на очищение ауры и спокойствие человека, также жизненную энергию, позитив и удачу, и флюорит на творческое развитие и саморазвитие. Так, берем пины. Так, по центру мы берем пины. Так, надеваем кримпы. Фурнитура должна быть очень хорошего качества. Данная фурнитура является качеством люкс, поэтому они не теряют цвет, они гипоаллергенны. Кому подходят такие брошки? Кто может их носить? Вот эти брошки может носить абсолютно любой человек, которому нужна или необходима защита или здоровье. Человек, который нуждается в чем-то. То есть вот эти камни натуральные, они обладают свойством помогать человеку. С чем их можно сочетать, носить? Абсолютно вот эти булавки, обереги, можно носить и на жилетах, и на пиджаках, даже на футболках, и на повседневку, и на особый случай тоже. Так, вот так прикрепляем. Как долго вы учились? Так, училась я онлайн. Училась я онлайн именно по значениям камней, также каким знаком зодиака подходят камни, нумерологию, а вот по созданию булавок, оберегов и сережек, ожерелий я училась самостоятельно. Вот булавки, обереги тоже можно выбрать по зодиаку, смотря какие камни подходят к какому зодиаку. Так, первый раз, даже не помню, когда делала, наверное, года 2 назад. Сперва я занималась браслетами по дате рождения, по зодиаку и по значениям. Потом делала сережки, ожерелья
И вот вместе с ними я начала делать булавки, обереги, так как люди искали оберег на защиту от сглаза негатива, кто-то хотел очищения ауры. И поэтому вот начала на защиту людей делать вот такие обереги. Довольно легко делается вот эта булавка. Нужны инструменты и фурнитура хорошего качества, и, конечно же, наши натуральные камни. Вот и готово. Это наша булавка-оберег на защиту от сглаза негатива, в основном на богатство и денежный поток, очищение ауры человека, спокойствие, творческое развитие, самопознание. То есть творчество может человек достичь успехов и заработать деньги, да, на богатство, и жизненная энергия, позитив. Вот такой красивый у нас оберег получился. Мичелье Иванова с рождением дочери начала интересоваться созданием украшений в якутском национальном стиле. Ее коллекция из дерева и эпоксидной смолы называется «Волшебные камни». Делают имитации натуральных и полудрагоценных камней. Сложная работа с эпоксидной смолой заканчивается восторженными взглядами прекрасной половины человечества. Что подразумевает собой техника «грязный стакан»? Здесь мы смешиваем основные цвета. Вот здесь вы видите белый оттенок, серебристый. Также есть крапинки золотого в 2 оттенках и прозрачная смола. Мы их вслед за друг другом заливаем и делаем рисунки плавными, вот, четкими линиями, потом мы их раздуваем строительным феном. Тогда у нас получается рисунок. Смола, она особенная, сохнет в течение 48-56 часов, и за это время, как живой организм, рисунок плавно меняется, поэтому мы не можем предугадать, какая красота получится в конце. Да? Вот мы здесь видим мраморные прожилки, ячейки. Также напоминаю, что мы сейчас ее покроем 2-м финишным слоем, тогда оно будет защищено от ультрафиолетовых лучей и будет долго служить своим хозяевам. Сейчас авторские изделия ручной работы особо ценятся. Молодые девушки делают свою работу с любовью, готовы и дальше осуществлять свои мечты и радовать окружающих замечательными, изумительными творениями.